Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что у вас начнется с понедельника? Какие события будут происходить? Какие перемены начнутся? Как жизнь ваша будет меняться? Загадайте, пожалуйста, на себя. Пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе. Вот эта гора. А эта гора, и она какая-то непростая, она как будто бы двойная. Но двойная гора принесет вам двойную радость и с правой стороны, и с левой стороны. А гора не такая уж и высокая. И гора, с которой вы очень как-то быстро справитесь. Просто перешагнете и дальше пойдете, и даже не заметите. Потому что у вас очень какой-то высокий и широкий шаг. То есть настолько все быстро произойдет, настолько быстро все решится и разрешится, что вы даже заскучаете и скажете: да что за дела такие, я не играю. Это что такое? Я тут настроилась драться, бороться, надела эти приспособления для скалолазания, а тут на тебе и полазить негде. Двойная радость, двойное достижение, двойной успех. То, что вы ждете, но ждете вы, да, покорите эту гору, и будет то, чего не ждете с левой стороны. И с левой стороны буква «Р» гораздо больше, чем с правой на самом-то деле. То есть двойная радость. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Пусть каждая ваша проблема заканчивается двойной радостью. Да? Пусть все ваши проблемы решатся, и результатом этого будет двойная радость, да? Двойной успех, двойное удовольствие. Не ждете, вот вообще не ждете. Сейчас вы переживаете. Скорее всего, у вас там на понедельник, либо на вторник, либо на какой-то другой день назначены важные дела. Либо вы понимаете, что нужно вот разбираться с проблемами. Вас это внутренне как-то напрягает. Ну, кому нравится решать проблемы? Никому не нравится. И вы переживаете, да? Но окажется, что гора на самом деле это маленький такой холмик. Переступите, даже не заметите. И то, что она двойная, тоже не заметите. То есть, возможно, одна проблема несет в себе другую проблему, а поскольку вы так легко и быстро все решите, то есть и вот эта вот сопутствующая, да, маленькая горка, она тоже уйдет. И двойную радость обретете, да, двойная радость для вас. Вот не ждали, не гадали, на тебе, получите, распишитесь. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже каждому, чтобы каждая проблема так решалась, двойной радостью для вас оборачивалась. Дальше. Вижу, что к вам летит бумеранг. Но это не простой бумеранг. Видите, у него как одна часть и вторая часть. Одна часть в одну сторону смотрит, другая в другую. Как какая-то свастика, наверное. Это бумеранг добра. К вам ваше добро вернется. Причем вернется с усилением. Вы накануне, может быть, на этой неделе, либо на прошлой неделе что-то хорошее сделали, либо доброе, либо кому-то помогли, кого-то спасли, кого-то выручили, с кем-то были открыты и добры, милы. И вот вам это добро вернется сторицей, да, как бумеранг добра, причем с двумя лопастями, да, получается, одна лопасть и вторая лопасть. У кого-то отыграется впрямую, что человек не только придет к вам на выручку, на помощь, но еще и что-то положительное для вас вот дополнительно сделает. А кому-то идет, что, ну, в принципе, вы можете предположить, да, что человек вас отблагодарит, но вы не можете предположить, что человек еще и дополнительно что-то сделает. Да, это бумеранг добра, и он уже вот прям близко. Вот мне идет, может, там понедельник, вторник, опять же, среда. Вот ближайшие дни это все проиграется. У кого-то этот бумеранг добра двойной может означать, что и человек вас поблагодарит, и высшие силы вас поблагодарят, да, что-то для вас положительное сделают. Но вы явно стоите спиной, а этот бумеранг добра летит к вам.
Да? Вы даже не слышите, не замечаете, не думаете. И вам и в голову не приходит, что вот такая благодарность к вам прилетит. Но вы добрый человек. Я так понимаю, что вы очень много добрых дел делаете, а тут прям точечное было попадание. Вы попали в момент, когда человек бы вот прям не справился. Если бы не вы, то все, конец, да? Все пропало. А вы тут вовремя оказались рядом и не прошли, открыли сердце, помогли, ну и дальше пошли, да? Даже и не подумали, что вот человек теперь мне обязан. Не было такой мысли. И высшие силы такие: окей, принято, ты молодец, да, получай награду. Двойной, да, двойной бумеранг добра. Так, с левой стороны. А вы знаете, тут показано чье-то вмешательство. Вот с понедельника некий человек начнет вмешиваться в ваши дела. Причем вмешательство идет какое-то такое прям очень четкое, хирургическое, я бы даже сказала. А там, где не надо, человек не полезет. А там, где вы сами не вытягиваете, не справляетесь, человек вас усилит. Человек как будто бы как тенью становится за вашей спиной. Вы его не видите и не ощущаете, но те, кто могут либо хотят вас обидеть, они испытывают какой-то прям животный страх. У них зуб на зуб не попадает, у них прям холод идет в крови, да, по венам кровь холодная течет, прям, знаете, такая с кусочками льда. И прям, знаете, в ком в горле мне еще идет, да, у ваших недоброжелателей, потому что они видят этого человека за вашей спиной, они его слышат, они улавливают те сигналы, которые человек посылает. Ну, то есть человек, я так понимаю, сильный, мощный, важный, не абы какой там, да, не пальцем деланный. И человек транслирует, что прилетит. У меня рука тяжелая. Вы там смотрите, не чудите, не шалите, не смейте обижать. Да, вот как-то так мне идет. Как тайная помощь, наверное, ну, либо тайное хирургическое какое-то точечное вмешательство. Там, где вы сами, человек ничего не делает, он просто наблюдает. А там, где вы сами можете застрять, либо попасть в какой-то переплет, человек вот там вам и помогает. То есть до поры до времени вы даже не будете подозревать, что есть сторонняя помощь. Но потом, конечно, рано или поздно все откроется. И, ну, не знаю, будете вы рады или нет. Как по мне, так это радость. Как по мне, это хорошо, когда вам кто-то помогает, даже тайным образом. Ну да, все раскроется. А так вы как человек и его тень. Но тень гораздо больше, чем сам человек. Да? Потому что человек, который вас защищает, он достаточно такая серьезная персона, да? Персона, которая внушает страх и трепет вашим недоброжелателям, либо противникам, либо каким-то просто злым людям. Да, будут удивительные вещи, и вы будете думать, что происходит, а что случилось, да, а что поменялось. А потому что за вашей спиной правильный человек стоит, сильный и мощный. Дальше, с понедельника. Ой, правда откроется, ой, правда польется со всех дверей, со всех щелей. Везде вот какой-то, знаете, вот день правды, или как это сказать, время правды. Выясняются вещи, которые вот они недавно произошли, либо произошли там, не знаю, 10-20 лет назад. Откровение, везде правда проступает. Вы даже в какой-то момент скажете: да что происходит, что дела такие, да что это такое, да? Да хватит, прекратите, лучше я ничего знать не буду, чем я вот все теперь знаю. Тут проделки, тут и ошибки, все повсплывает. Вот как говорят, да, какашки, отходы, да, они не тонут. И вот оно все повсплывает. Вы немножко в ужасе будете от этой правды. Но я так скажу, правда открывается, когда приходит время перемен, когда жизнь перезапускается, либо перезагружается, либо человек выходит на новый уровень. Вот тогда вся правда и открывается. Да, много всего будет. Даже вот вижу, что у вас голова немножко пухнет от всей этой правды. И не то, чтобы вы там прям очень хотели знать, но эта правда сама вас находит. Вот куда бы вы ни пошли, с кем бы вы ни говорили, что бы там с вами ни случилось, вот всегда раскрывается правда. Явно будут перемены, и явно перемены очень серьезные, прям глобальные какие-то перемены для вас. Дальше, мои хорошие, у вас с понедельника с каким-то человеком, либо с какой-то организацией завяжется диалог. Диалог, где вы вот переживаете, а с той другой стороны вас утешают. Ну, допустим, да, вы там, ну, подались в какую-то там структуру.
в какую-то организацию, и вы переживаете, что ничего не получится. А вам оттуда говорят: что ты переживаешь, да все хорошо будет, сейчас мы тебе тут все сделаем, скажем, поможем, расскажем, растолкуем. И вы такая сама себе не верите, но вы это делаете. Ну, либо вы, мужчина, да, переворачиваете на себя. Такие люди вам душевные попадутся, такие прям молодцы, как это называется, не унывающие, что ли, либо оптимисты, какие-то максимально оптимистично настроенные на жизнь люди. И они вас буквально вот как этим оптимизмом кормят, да, из ложечки. Слушайте, ну прям согреетесь с этими людьми, скажете: какие вы умнички, какие вы молодцы. Другие там волком смотрят, да, кусаются, когда к ним подходишь. А вы прям такие добрые, такие положительные. Особенно какая-то женщина вам очень понравится, ее отношение к вам, ее обращение к вам. Прям какое-то родное, да, чуть ли там не родственница ваша. Хорошие диалоги, хорошее общение и вообще, в принципе, хорошим закончится, да. Даже если у вас там есть какие-то проблемки, вот поверьте, вам подскажут, что сделать, чтобы этих проблемок не было, либо они там куда-нибудь сгинули, канули в лету. Да, интересно показали. Так, еще... Ну вот показывают мужчину, которого женщина ругает. И я так понимаю, ругает она его не просто так, а там есть причина. И причина очень серьезная. Либо мужчина одни и те же ошибки делает, либо мужчина, не могу сказать, что специально. Может быть, так исторически случилось, да, вот он что-то делает, что женщине не нравится. И буквально с понедельника у этого мужчины как будто бы немножечко сознание проснется, да, либо распаковка сознания происходит. Вот наконец-таки мужчина начинает понимать, чего женщина от него ждет, чего женщина от него хочет, что ему в принципе нужно по жизни делать. Может быть, у мужчины были какие-то зажимы, какие-то комплексы, какие-то страхи, какие-то навеивания, да. Вот прям глаза открываются и сознание очищается. Он даже выглядеть по-другому будет. У него даже речь меняется, да? Слова другие, тембр голоса другой. И вот женщина смотрит на него и такая: что делать? Радоваться либо печалиться? Она не понимает, что с ним происходит. Да мужчина и сам не до конца понимает, что с ним происходит. Но, как по мне, он исцеляется. Исцеляется от своих внутренних шор, зажимов. Исцеляется от своих внутренних страхов. Исцеляется от своей неуверенности, от, возможно, каких-то деструктивных программ, которыми он жил и прям в них свято верил. То есть на глазах человек начинает меняться. Конечно же, это качественно отразится на ваших отношениях, на ваших взаимоотношениях. Да? Не сразу, не с понедельника, прям не в этот же день, потому что будет много вопросов, много сомнений, подозрений. Тут мужчина сам не понимает, что с ним происходит, и женщина не понимает, что с ним происходит. Но со временем я вижу, что вы лучше друг друга понимаете. И у вас, в принципе, вот эта диаграмма отношений, она как будто бы выравнивается, да? Нет всплесков, нет вот этих психоэмоциональных всплесков, либо падений. Да? Вот, поругались, не общаемся, да? Вот этого нет. Вы нормально, конструктивно общаетесь, и вам интересно, и вы как друг друга начинаете лучше понимать. Вот смотрите, да, с чем можно сравнить. Можно сравнить, что вы... мужчина, там, допустим, разговаривает на английском языке, а женщина на русском. И вы друг друга не понимали, да, не понимали, кто что кому говорит и о чем вообще речь идет. А теперь вот как будто бы мужчина русский подучил, и женщина английский стала понимать. И вам легче общаться, и уже, да, какой-то нормальный диалог между вами. Вы друг друга и слышите, и чувствуете, и воспринимаете. И я вам скажу, это очень хорошее изменение. Может, вы уже там считали, что нужно сепарироваться, либо там разводиться, разделяться, разбегаться. А теперь видите, как новый виток, как новый шанс для ваших совместных отношений. Добрый знак. Тьфу-тьфу-тьфу. Добрый знак еще и с правой стороны. Вот смотрящий, вы это все оцените и поймете, что судьба вас любит, что высшие силы вас любят, и высшие силы кулачки за вас держат, да, и вам помогают. Дальше показывают восьмерку.
И еще так показывают интересно, что вы эту восьмерку в карман себе ложите. Восьмерка у нас вообще работа, да? Рабочие моменты, рабочие процессы. Если вы нацелились на какую-то работу, либо были претендентом на какую-то работу, ну, считайте, что у вас в кармане. Конечно, это не случится за один день, там, скорее всего, нужно будет там, и это резюме написать, и с кем надо собеседоваться, либо провести консультацию, либо еще там что-то, да, интервью, может быть, какое-то будет. Но считайте, что у вас в кармане. Единственное, что вы сами откажетесь, да. Если вы не откажетесь, то положите себе в карман, и все будет вашим. Там проект, должность, какое-то там направление в бизнесе, еще что-то, да, считайте, что у вас в кармане. И это очень добрый знак. Знак того, что препятствий у вас не будет. Единственное, как я сказала, да, сами говорите, нет, не хочу, не буду, и избавляйтесь от этой восьмерки. Также восьмерка в кармане очень часто говорит о том, что работа дает деньги, да, либо на работе будут деньги, работа будет приносить деньги, за работу будут платить, да, либо тот бизнес, который вы ведете, подработка, да, денежку вам в карман складывает. И также по восьмерке могут быть моменты, связанные с тем, что вы легче выполняете свою работу, либо работа дается вам легче. То есть дело в кармане, все сделано, либо легко сделано, и вы быстрее там справляетесь, и до срока успеваете, и у вас еще и свободного времени там, да, с головой. Хороший знак, еще раз тут, да, про восьмерку прям четко показали. Так, с левой стороны. Левая сторона, она ведь самая неожиданная. Здесь такое может произойти. Не ждали и не гадали, а вот как снег на голову летом выпало. Вот показывают мне некую даму в каком-то прям таком шикарном платье. Но платье как будто бы на нее большое, великовато, да? Либо женщина стремительно худеет и буквально выпадает из этого платья. О чем это говорит? О том, что человек теряет свою силу, теряет свои позиции, теряет ту роль, которую играл, да, выполнял. И я вижу, что женщине это очень больно дается, и эта женщина спешит вот как выйти в дверь. Не войти, а именно выйти, как сбежать, да? Близка к провалу, не хочется позориться, и лучше я буду бежать. Ну, либо как отказ играть роль, быть в статусе, иметь то, что имела до. Вот я все равно потеряю, но я не хочу потерять лицо. И вот она выходит. Она стремительно выходит. Чего-чего, такого вы точно не ожидали. Но оно по-любому произойдет. Песок уже это показал. И еще, мои хорошие, вот здесь показывают человека, который, ну, скажем так, в ваших глазах, ну, каким-то был таким бестолковым, безалаберным, ленивым, нерадивым, бесполезным. Да? Вот абсолютно бесполезный человек. А вы знаете, этот человек становится на каблуки. Человек, во-первых, растет, а во-вторых, человек преодолевает, да, какой-то порог, становится выше, и роль этого человека в вашей жизни будет ярче. Ну, мало ли, партнер ваш, да, бесталанный, окажется, что все-таки что-то может, да, если захочет, то сделает. Может, время было неподходящее, а теперь как раз-таки его время пришло. Может, человек никак себя не мог проявить, а тут на тебе, да, случилось, подвернулась возможность, и человек там обрел эти каблуки. Каблуки — это статус, это роль, это возвышение. Если честно, будет приятно. Скажете: о, все-таки есть в тебе смысл. Не зря мы с тобой, да, так долго мучились. Вот наконец-таки что-то получилось. Еще, мои хорошие, показывают, что у вас в руках какая-то очень странная ложка. Если честно, это, ну, какая-то смесь ложки и весла, да, ну, слишком с длинной ручкой, да, и вот сама эта часть, где углубление, она на весло похожа. Не знаю, что будете делать. То ли есть в большой тарелке этой большой ложкой, либо использовать как весло. Ну, вообще весло — это инструмент, и даже ложка — это инструмент.
Ну, что бы это ни было, поверьте, оно вам точно пригодится, и оно вам во благо пойдет. Единственное, что никому не давайте, да, либо никому не рассказывайте, потому что есть люди, которые буквально охотятся за чужими возможностями, за чужими инструментами, за чужими идеями. Поэтому никому ничего не говорим, пользуемся, делаем, да, используем этот инструмент, и все. Если будут спрашивать, ну, придумайте что-нибудь, либо рыбкой притворитесь, типа, я рыбка, говорить я не умею, извините, до свидания. Ну, как-то, да, надо обыграть, потому что, конечно, такой инструмент, такая ложка, либо весло привлечет внимание. Люди такие, опа, а что у нее так поменял? А что это у нее такое? А нам тоже это надо, да? И вот есть люди очень наглые, которые прям конкретно могут там прям пытать, расспрашивать, нагло лезть в душу. Вот, и нужно с такими, конечно, тихо себя вести, да, молчать, делать вид, что вы не понимаете. Я не знаю, я не понимаю, я рыбка, я не умею разговаривать. Вот как-то так, да. Пусть думают, что вы специально это делаете, чем потом будут забирать вашу ложку, либо ваше весло заберут, либо сломают. Нет, не надо говорить. Так, еще. Какой-то удивительный человек, либо человек-праздник, не знаю, как правильно сказать. У человека инициалы на букву, у кого-то точно отыграется на букву Ю, а у кого-то отыграется на букву О и на букву С. Человек-праздник, либо человек несет вам праздник. Появление этого человека очень сильно повлияет на вашу жизнь. Этот человек, конечно, вас от чего-то отвлечет. Если от плохого, то это здорово, да, вы переключитесь. Если от хорошего, ну, ничего страшного, потом нагоните. Но та атмосфера и те эмоции, которые человек вам дарит, ну, я вам скажу, это дорогого стоит. Вам прям очень понравится. Понравится, прям ахните, скажете, ну надо же, какой ты крутой, либо какая ты крутая. С этим человеком, либо благодаря этому человеку, ваша жизнь, она как будто бы краски обретает, да, как красками раскрашена. Человек-праздник, либо человек несет праздник. Дальше показывают, что вы каких-то людей по одному от себя как будто бы отрываете. Рукой так тык, одного оторвала, тык, второго оторвала. Не знаю, то ли пиявки какие-то, то ли кровопийцы, то ли вампиры какие-то, то ли приспособленцы какие-то. Ну вот по одному вы их от себя отрываете. Конечно, они сопротивляются, там плачут, истерят, назад просятся. Но вы очень бесстрастно их отрываете и вот выкидываете. Избавитесь от ненужных людей, либо от тех, кто действительно жил вашим ресурсом, кто паразитировал на вас. Давно время пришло, давно. Я не знаю, почему вы этого раньше не делали. Может, вам было жаль этих людей, может быть, вы не сосредоточены были на происходящем, да, что-то вас отвлекало, либо кто-то вас отвлекал. Но вот пару пиявочек с себя снимете, и вам прям, да, действительно станет гораздо легче, гораздо как-то спокойнее, вообще там силы проявятся ваши, не уйдут кому-то другому в счет других людей, а именно вам останутся. И вы знаете, это неплохо, это очень и очень даже неплохо. И еще в венце показывают дорогу, которая в дверь упирается, а дверь тут массивная и светлая. Я так понимаю, что вот ваша дорога жизни, дорога судьбы подведет вас именно к той двери, которая вам нужна. И, возможно, вы планировали что-то там свое, предопределенное, но получится именно так, как нужно по судьбе. Не нервничаем, не плачем, не расстраиваемся. Все, что не происходит, происходит к лучшему. И вы в этом убедитесь. Убедитесь в ближайшем времени. Не через там 10 лет, а именно в ближайшем времени. Там, несколько недель пройдет, и вы скажете, точно, меня судьба повела, либо подвела туда, куда надо. И я попал, либо я попала туда, куда надо. И зря я там расстроился, либо зря переживал. И вообще спасибо судьба за то, что вот такой вот поворотик сделала. Дверь большая, светлая и массивная. Это то, что надо. Это то, что будет полезно для вас. А вот этот поворот, либо резкий какой-то изгиб, он просто необходим. Необходим для того, чтобы вы нужное не пропустили и чтобы в ненужное не пошли.
Ну, судьба знает, что делает, она вас очень четко курирует и, ну, буквально, что за руку ведет. А это очень хорошо. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.